Место встречи с медведем вот тут. Вон та самая елка. Вон тут. Недалеко уже осталось до избы. Ну вот, прибыли. Опа. Так, ладно, сейчас сперва схожу на избу. Эту куртку, наверное, оставлю тут. Он сухой. Так. Ну вот, ребят, мы остановились. Немножко вам заснял наш путь до своей остановки. В принципе, нормально, терпимо. Мелких заторов очень много, а так крупный затор только один. Такой вот, где пришлось немножко попотеть. Вот. Ну что, сейчас сходим на избу, а там дальше буду снимать что и как. Мне самое интересное посмотреть фотоловушку, там 158 кадров, может птицы, мыши, я не знаю, кто там в кадр попало, почему так много раз включалось он. Наверное, в основном птиц, может, заснял. А чтоб там бобры, я не видел, чтоб бобры ходили там, хатку, думал, построят там. Нет, ничего такого я не увидел. Да и быстро я там фотоловушку взял и ушел, потому что в тайге неохота особо находиться, потому что сейчас медведицы с медвежатами. Тулан наш в одном месте только облаял кого-то еще. Больше так спокойно себя вел. Так. Ну что? Не, реально. Налегке схожу сперва. Берег, блин, крутой в этом году совсем. Ну, смородина. Черная смородина или красная, тут не помню уже. Как видите, все поменялось с прошлым походом, если сравнить.
Вон они, цветки какие вышли. О, красиво. Антикомарин, блин, в ведре забыл. Очень много комаров. Тропинку по-новому приходится прочищать. О, это и есть, наверное, грибы-то. Я в интернете сейчас видел. Сморчки или что. Вон. Ну, запах поганки я чувствую. Вон они на тропинке прям. Вроде говорят съедобные грибы. Вон тоже. Ха, как белые грибы, ребят. Вон они. Фу. Вот это комарье сейчас. Чолом заракарка. Лежусь не шатчины. Баравовым. Фу. Чолом заракарка. Ну вот. Вторая изба, ребят. Вторая изба. Все на месте. Фу. Тарарай. Рай-рай. Слышите гул? О. Это да. Комарье. Здесь прохладно. И их меньше тут. Чолом зарокарка. Ну вот, ребят. Снова на избе. Сегодня переночую тут одну ночь. И завтра обратно поеду домой. Вот. Может быть, закину сетки на озеро. Половлю рыбу, что попадет. Хоть жарку поймаем, и то хорошо. И по пути еще, может, хариуса попробую порыбачить. Но сегодня целый день еще впереди. У нас, как сказать, белые ночи хоть вообще не ложись. Столик, я смотрю, опять, смотрите, как приподняло. Вот так вот. Мышка так и не попалась. Хитрая мышка, между прочим. Я не знаю, вот здесь вот я смотрю, этот пол немножко приподняло. Пол приподняло, поэтому и здесь это все так выглядит. Осенью, может, обратно все нормализуется, уровень будет. Трогать ничего не стану. Потому что осенью я это делал, ровный стол. В прошлый раз, когда приезжал, еще все ровно стояло. Блин, грунт такой вот, ну, видно, что тут прям... Видно, что что-то не то. Или изба опять снова оседает. Но столик вот так выглядит. Сейчас с термоса попью водички и пойду снова за вещами.
антикомарин. В первую очередь за антикомарином надо бежать. Потому что без антикомарина невозможно. Возможно, но лучше с антикомарином. Немножко сейчас раптор. Запах раптора сделаю. От этого не балдеют. Очень даже. Так сжигаешь и просто дым делаешь. И от этого они умирают. Я обычно сюда приезжаю, пока комаров нету. Но в этом году так вышло, что я опоздал. Опоздал. Сперва некогда было, потом заболел. Неделю болел. Но время идет. Так вышло, что приехали уже в середине июня, считай. Короче, ребят, пью чай. Ну, кипяток. Не чай, а просто кипяток. Пробежался по, как сказать, по фотоловушке. Фотоловушка сработала. Все есть. На что охотился, все попало. И даже больше. Это там я в кадре видел бобров, рябчиков. В общем, ну, все я вам покажу. Может, сразу сейчас вставлю в эти файлы. Или же отдельно сделаю. Посмотрим, там 158 файлов. Ночью там бобры выходили, днем, и рябчики там ходят, кормятся. Интересные кадры, так что все покажу. Может, сейчас сразу буду выкладывать, или же чуть-чуть позже. О, слышите гул? Да, сегодня много комаров. Тут тоже что-то цветет. Я думал как же этот, забыл. Ой. Как же этот-то, не клубника, а... Блин, забыл. И красная ягода. Вот это, да, из головы вылетела. Тут черника должна быть. Обычно цветет тоже вот тут. Но она уже отцвела, в принципе. Такие ягодки. Очень какие-то мелкие. А, земляника, этот белый цветок, я думал, земляника. Короче, черника пустоцветущая. Я смотрю, все пустоцветы. Вряд ли будет что. Ну, в принципе, не все, конечно, но только-только отцвела она. Ну это посмотрим, что будет осенью. Эти цветки обманчивые, блин, каждый год цветет, но там из-за непогоды просто ягоды не бывают. А, Толами, пошли сходим. Я не помню, когда последний раз с Денисом, наверное, мы в августе приезжали, вот такая зелено было. Я обычно снимаю листвы нету, или же осенью, когда желтая листва. Вот, хотел жесть еще привезти, еще мне вторую жесть надо одеть на этот тонкий жесть, потому что этот тонкий жесть гнется, а у меня есть потолще. Я просто так накрою, закрою еще, чтобы от снега не проваливалось ничего. Но это осенью придется этим заняться. Осенью приедем, привезу. Так, а сейчас схожу я к реке. Мам, давай гуляй. Уф. Фу-фу-фу. Такой рефтамид усиленный. Фух. Не знаю, будет помогать или нет.
Так, вроде все. Отметить воду. Ну да. Да. Все. Короче, штатив забыл, все забыл. Маленький штатив, чтобы снимать. Сегодня взял буханку хлеба. Хватит. Привез, ребят, этот для резки. Вот тут. Конечно, надо поменьше, чтобы был это слишком большой. Наверное, обрежу лишнее. Макароны. В прошлый раз у меня макароны просроченные были. Свежие макароны привез. Сейчас, наверное, вот это и сварю. С тушенкой. Тушенка у меня с прошлого раза была. 2 пачки привез. Так, это для собаки консервы. Ну и еще для быстрого приготовления хлопья овсяные. Это для него. Приготовим. Закуску взял. Все как обычно. Так, майонез. Так, на вес. Это может займусь чем-то. Соль килограмм. Растительное масло. Тоже свежее растительное масло взял. Все просрочилось уже. Так, тут лекарство. И нож, в принципе, пока он не нужен. Но на всякий случай подниму. Просто нож. Сегодня у меня. И газовая плита еще. Все, рюкзак пустой. Ну, тушенка у меня с прошлого раза вот такая, свинина с
Свинина Йошкар-Олинской. Так. Тушеная. Что-то богатырская вроде написано было. Или первый сорт. Ну, короче, вот. Вот из этого, наверное, что-то... Я хотел сейчас сварить суп. Но картошку я забыл. Не знаю, с прошлого раза осталось. Нет, не посмотрел еще. Надо глянуть. Первым делом надо скипятить чай и сварить что-нибудь поесть. Потом уже не заморачиваться, чтобы этой готовкой. Вот. Доска для резки овощей. И... Сюда влезет, не влезет, даже сюда не влезает. Кое-как. Там оставлю. Так, все. Ждем, когда закипит. Короче, оказывается, с прошлого раза я картошку оставлял. Буду варить суп. Тут у нас хлеб, остатки с прошлого раза. Это у рыбаков белый хлеб. Это полбуханки я оставлял. Вот. Короче, варим суп. Что-то жидкое надо сварить, потому что на улице очень жарко. Тулан тоже. Ему очень жарко тоже. А? Так. Душно на улице сегодня. И облачно что-то становится. Картошка была вот в таком пакете. И, ростки появились. Но они хорошие. С ними ничего не случилось. Вон они. Сорт Аврора. А он бездельник. Везде он. А? Это не для вас, товарищ. Voisi poistettiin, millä aloittaa? Или шкутё.